Основа всего. С первых цивилизаций дом, жилище – это самое главное в жизни человека. Это его спасение от невзгод и опасностей внешнего мира. Облик дома менялся на протяжении всей истории человечества. Изменение человеческого жилища демонстрирует развитие технологий. Человек стремится создавать все более удобные, комфортные здания, сокращая при этом расход времени и денег на постройку. Но дом для современного человека – это не только то здание, в котором он живет. Это еще и среда, в которой он развивается и творит. В широком смысле слова дом – это дороги, это больницы, театры, спортзалы, детские сады и школы. Дом – это все те места, где человек проводит свою жизнь в тепле, комфорте и безопасности. Именно поэтому сложно переоценить труд тех людей, которые создают эту среду, создают основу жизни. Компания «Адгезия» была создана в 2003 году. Наименование «Адгезия» происходит от одноименного имени строительного отряда, который был у нас в Якутском государственном университете при инженерно-техническом факультете. А основной костяк составлял тогда именно выходцы из строительного отряда. Идеи были внедрены в двух компаниях. Они, соответственно, не дочерние, а отдельные юридические лица. Первое называется «Адгезия металлоконструкции». Второе предприятие, которое было создано, это называется «Адгезия фундаментной конструкции». Основная идея состояла в том, чтобы учесть наши климатические условия и территориальные условия. Республика Саха-Якутия – самый крупный регион России. Площадь Якутии составляет более 3 миллионов квадратных метров. При этом большинство населенных пунктов находится в очень труднодоступных местах. Климат Якутии сильно осложняет жизнь и работу людей. В разные времена года температура колеблется от минус 55 до плюс 35 градусов. Сложная транспортная схема сильно сказывается на стоимости транспортировки строительных материалов. В отдаленных районах стоимость доставки доходит до 100% от самой стоимости монтажно-строительных работ. Вторая большая сложность при строительстве в Якутии – это короткие сроки строительства, вызванные экстремально низкими температурами. Именно поэтому с основания компании и по сегодняшний день Адгезия стремится к двум основным целям – сократить стоимость транспортировки материалов и по возможности уйти от так называемых мокрых процессов, которые крайне трудно качественно выполнять при минусовой температуре. В связи с этим была выбрана из многих технологий ЛСТК. Это аналог канадской технологии, при этом достигается эффективность капитальных вложений при удаленности места строительства. То есть чем дальше мы строим, тем эффективность вложений увеличивается. Связано это именно с транспортными расходами и с исключением из момента монтажа этих мокрых процессов. Мы находимся в производственном цеху. Здесь мы производим профили ЛСТК несущего каркаса зданий. Эта технология давно уже применяется в нашей республике. Мы работаем с 2012 года. В основном у нас идут социальные объекты, как детские сады. И в последнее время уже многоквартирные дома строим из этих профилей. Сама система относится к быстровозводимым, поэтому скорость увеличивается строительство. Это основной плюс. И у нас не только производственный цех, но и проектная группа имеется своя. И наши объекты уже внесены в реестр энергоэффективных проектов повторного применения и широко применяются в нашей республике. Бұл станок болғаны американский станок. Бұл станогынан беге профиллері тахартыбыт, арас размеріттен. Күнге, например, 5-6 тонна тахарыбыт. Бұл станогынан аңадас направляющайын, стоечнайын тахартыбыт. Бұл станок үлелері ден шаблонлары доқсар,
оягостарын аксар самарес оягостарын барта автоматизированный бу валлана принтер бит турар. Профиль таксыбытын кине размерынан хурян каддырар, онна панелинен эме хурян каддырар. Бу анда кине бәйта тахара турар. Бәйта бахар, онтан икки размерен эме мандыксы бәйтинен тахарар. Специализация нашей компании – это изготовление и установка винтовых свай. Винтовые сваи получили широкое распространение в Советском Союзе еще в 60-х годах. В настоящий момент мы находимся в производственном цеху, где мы занимаемся изготовлением винтовых свай. Винтовые сваи у нас производятся трех видов. Это диаметры 108 мм, 159 и 219 мм. Длина сваи может быть до 11 метров. Процесс изготовления происходит на базе группы компании «Адгезия». Сварочные работы производятся круглый год. Все сваи имеют сертификаты соответствия, имеют стандарт организации, который нам подготовил институт Якут-ПНИИС, город Якутск. Также для установки винтовых свай у нас имеется специализированная буровая техника. Технология установки довольно проста. Сначала шнековым буром бурится лидер-скважина такого же диаметра, как свая. Затем уже сама свая завинчивается этой же буровой, как саморез получается. Длина сваи зависит от нагрузок на сваю, также от грунтов. У нас по Якутии, по городу Якутску, в центральной области Республики Саха, глубина залегания вечно мерзлого грунта составляет примерно 3 метра. Вот именно в глубину нужно завинтить сваю, чтобы она работала как свая. Сама технология винтовых свай является уже технология, которая используется особенно для наших суровых якутских условий. Выигрывается за счет того, что имеется экономия на транспортных услугах. То есть мы можем увезти одной-двумя машинами 100-200 свай на северные районы республики, и там спокойно поставить хоть в декабре, хоть в январе. Нет необходимости туда везти специализированную технику и обеспечивать там производство работ. Я имею в виду это краны, миксера, погрузчики для производства именно буровых, то есть бетонных работ и, соответственно, там связанных с ним приготовлением материалов и растворов. Себестоимость транспортировки снижается в зависимости от удаленности населенного пункта до 5 раз. Себестоимость строительства уменьшается до 3 раз, и скорость строительства увеличивается примерно в 2 раза. При монтаже железобетонных свай необходимо достаточно большое количество техники. Первый – это буровая, второй – кран, третий – это миксер, четвертый – это погрузчик, который должен убирать шлам. Соответственно, при устройстве винтовых свай в процессе участвует только один механизм – это специализированная машина по забуриванию и ввинчиванию винтовой сваи. Соответственно, эффект тоже большой, а максимальный эффект при удалении объекта монтажа от основного места производства этих винтовых свай. Мы имеем опыт работы в Среднеколымском улусе, на Барском, Оленёкском, не говоря уже о средней полосе, так сказать. Население, конечно, полностью еще не знает всю нашу технологию, но тем не менее спрос есть, особенно для частных домов, и по цене это очень конкурентно. Компания «Адгезия» поддерживает местных товаропроизводителей строительных материалов. И как пример мы можем вам показать строительство нашего офисного здания, где мы будем применять строительные материалы местных товаропроизводителей. Со дня основания компания «Адгезия» делала упор на привлечение местных кадров в рамках нашей компании. Как бы ни развивались технологии и материалы, главным ресурсом любой компании остаются люди.
Сотрудники, ежедневный труд которых лежит в основе любого успеха. Мы полностью поддерживаем политику нашего правительства по привлечению местных кадров. Наша компания заключила договор со строительным отрядом СВФУ, в рамках которого мы берем на себя обязанность по трудоустройству выпускников строительных специальностей. У нас они проходят практику, набираются опыта и становятся профессиональными кадрами строительной отрасли Якутии. Отдельно стоит упомянуть, что компания «Адгезия» ежегодно проводит обучение инженерного состава по управлению строительным производством и процессом строительства. Новой вехой в развитии не только Адгезии, но и всего строительного комплекса республики стало то, что с недавних пор мы привели это обучение на уровень выше. Теперь обучение инженерного состава мы проводим совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. Обучение могут проходить у нас не только наши сотрудники и субподрядные организации, но и представители сторонних организаций. На сегодняшний момент управление строительством является вопросом, который требует особого внимания. Так что будем надеяться, что обучение повысит в целом уровень строительных работ в республике, что пойдет на пользу всем строителям и в конечном счете на пользу всем жителям нашей родной Якутии. С Адгезией связан я с 2015 года, со времен студенчества. Первые практики проходил на объекте школы партизан Намского улуса. После практики, после окончания учебы в 2017 году работал в перинатальном центре в качестве инженера по исполнителю документации под руководством Николая Ефимовича. Далее потом поступил на должность мастера, и уже первый мой объект был в селе Чурапча, детский сад на 240 мест. Данный объект я закончил в 2019 году, в прошлом году, сдача объекта. И с весны этого года перевели в Малую академию наук, в учебный корпус на 150 мест. Данный объект идет по графику, все по плану, должны закончить в следующем году, во втором квартале. Объект будет научным центром для детей, одаренных детей республики. Здесь у нас работают представители местные ребята из разных улусов по отделке, по бетону. Стройкаға үлләүтім мен 2-тігінші әтті ғылттан үллеймін. Рас улустарынан хыджан. Бұл кәнінгі времяға бұл Адгезия тәлітәні көттіл үлеймін. Бейіқа бұлланы қолыбыры бұл Адгезияға олаттар, именно бұл қолыбыры бәйбіт республика олаттары кәлін үксін кәретіл үлейлер. Арас-арас әлбақ улустардан барыларыттан қотуттан хыджалылар, елен әңгір олаттара бүлі бөліқтер, бей коллектив бұд бригадалар бұдын тоқтулар, Адгезияға ұлғаны мақтаналар. Ол спец одежданан, тугунан, ембардан, қачиян, қаян. Оны бұл ырақтан кәлбет, улустартан кәлбет, олаттарға, ғырықтарға оларыр секдерейін проблемалақ болар. Оны манна общежитие берен иннен, сыла сахана қачиян. Унтару таджаун, манна коракка туту вереға вермедім. Ол верен аджан манна Адгезияға практикалмадым. Верх примитанымра манна үлелі келді Адгезияға. Манна Адгезияға үлелі келбіппер, прораптар, аяптар, веріп біттара. Қайдық гынарға, қайырға, тұттарға, қаптарға. Хақайрын ара сұлыстырыттан ұлыттар валдар, келбіттер. Оны бітсен қаян, бітсен, оны үлелі делать. В строительстве я работаю 35-й год после окончания Якутского госуниверситета инженерно-технического факультета. В Адгезии работаю 5 лет. Коллектив здесь молодой, с молодыми ребятами и сам себя моложе чувствую. На этом объекте
Мы работаем с весны этого года, 2020 -го. За это время сделали коробку здания, кладка стен, перегородки, немного сделано инженерии. Сейчас Адгезия вступает в новый этап развития. В компанию приходят новые, молодые специалисты. Компания активно расширяется. Как и все живые организмы, каждая компания, она переживает жизненный цикл. Я пришла работать в Адгезию в 2013 году, сейчас это уже почти 7 лет. И за это время Адгезия выросла в очень большую компанию. У нас подобралась очень грамотная, хорошая команда, которая сплоченная и плодотворно работает по контрактам. Громкие проекты, которые в данный момент строит Адгезия, постоянно находятся на слуху у жителей республики. Завершение многих крупных строек освещается в прессе и вызывает широкий отклик якутян. Каждый из работников Адгезии осознает собственную причастность к этим объектам. Мне в компании очень нравится, потому что у нее есть не только явная цель зарабатывания денег, но и неявная. Мы занимаемся строительством социально значимых объектов. Сейчас занимаемся непосредственно строительством онкологического центра. Хоть я и не строитель, и не строю само здание, но я чувствую свою причастность, и это наделяет меня еще большей ответственностью. Я стараюсь еще сильнее. И на сегодня строится Малая академия наук. В селе Актемцы тоже очень интересный проект. И реализуется проект «Онкологический центр в городе Якутске». Кроме того, построено более 20 детских садов, там более 20 школ, количество больниц там тоже много, в основном социальные проекты. Адгезия всегда ставила основной целью строительства интересных и социально значимых объектов. Один из наиболее интересных и сложных объектов является перинатальный центр. Площадь перинатального центра 30 тысяч квадратных метров. Там проложено около 400 километров кабельной продукции и около 30 тысяч метров воздуховодов. Также нашей компанией построено более 20 детских садов, более 20 школ и несколько больниц по всей территории Республики Саха-Якутия. Также мы руководили проектом «Реабилитационный центр в городе Якутске». Он построен, правда, мы там выступали техническим заказчиком. Основные цели компании «Адгезия» – это обучение инженерного состава, передача опыта молодым строителям и дальнейшее внедрение передовых технологий, которые улучшают строительство в непростых климатических условиях Якутии. Несмотря на то, что технология ЛСТК в Якутии не имеет широкого применения, государственным заказчиком ГУ «Служба государственного заказчика при правительстве РСЯ» запущен единичный пилотный проект с использованием технологии ЛСТК. Строительство объекта «Участковая больница на 10 коек» в селе Булгун-Няхтах Хангаласского улуса. Генеральным подрядчиком выступила группа компаний «Адгезия». Успешная реализация этого знакового объекта будет знаменовать собой не только решение многих социально значимых вопросов в сфере здравоохранения, образования, промышленности и сельского хозяйства республики, но и решит проблему обновления и реконструкции существующего фонда жилья. Сокращение сроков строительства, повышение его качества и экономия ресурсов как материальных, так и трудовых позволит сделать лучше и легче жизни многих тысяч людей. Я работаю второй год, мне очень нравится здесь. Жильцы очень довольны нами. Дом хороший, теплый, хороший дом. Замечаний никаких нету у нас, все нормально. Строители вообще молодцы, конечно, кто этот дом построил, чтобы они дальше так делали хорошо. Желаю нашей компании
надежных партнеров, успешных проектов и финансового благополучия. Пожелать хотелось бы всем здоровья, удачи, семейного благополучия, профессионального роста. Спасибо. Надеюсь, что у нас в будущем не будет никаких несчастных случаев, и все будем здоровы и счастливы. Спасибо. Адгезияға бағареметі әлбәқ стихені, хамай бастың тұту тәрілтеті боларын бағарығын. Онна тоқтиқавен коллегаларым жаллах здоровый болыныр. Желаю нашей компании дальнейшего процветания и много новых прибыльных контрактов. Может, заново. Когда идешь по городу и смотришь объекты, в которых ты участвовал, в строительстве, которые построил, как-то даже на душе хорошо становится. И есть что показать детям, внукам. Поэтому идите в строительство. Строить — это не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить. Такой